Хлопзеква абсолютно хопша эфира джигуба информация дыратырам шипшара тыжим тачыда. Апсна Ахадайна Пунцакона Загдзо Валерий Бган Басирия Пиараб Республика Ахада Башар Асад Идина Хулит Шамтула Ахепшимра Амш. Адна хулраджа хатала язгуатоп. Намилат нуха инамад нефюдашкул адна хулрам нарыц хумшапымза жибиж шамтула ажлар разы ихтыс духайт уи хатула ашып гылраджа этап хадана ялкахайт. Ариануха афырхацари ахамейгзари хаджинж агублрейр символуп. Харахзы крацана койт Сирия Пиараб Республика Апсны языгана тазад гылара хатула хепшимра азхазара. Агугра асрпшуэта традиция бзия куи аюзрат языга зашеку считас изму айхунткара кризага зашеква хапхагаге раштургуа Рыждырт балабха. Ариамшныха аршны гукалы фзехис чуйтагубзе реагуамши аяйра чыцкуй Сирия Пиараб Республика Ахада и Мазурача. Убасги шимпила уапсыр ирзехис чуйта пейпшлаши афитыка качриха азгуатуп адна хулраджа. В республике с 28 марта по 20 апреля введен режим чрезвычайного положения. Предприняты все меры для соблюдения карантина и защиты населения от коронавирусной инфекции. Чтобы проанализировать ситуацию и дать оценку происходящему, обсудить дальнейший план действий, в Сухуми собрались члены Совета безопасности Абхазии. Будет ли отменен чрезвычайный режим и изменился ли список ограничительных мер? Репортаж Гугусы Вардания. Открывая совещание, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба отметил, что прошло уже более 2 недель с момента введения режима чрезвычайного положения. Поэтому пришло время обсудить дальнейшее развитие событий в связи со сложившейся ситуацией. Мы хотели бы сегодня услышать от наших коллег, что этот режим нам дал и какие дальше они предлагают меры усилять этот режим, ограничивать его, еще больше ограничений ввести или, может быть, пойти на какие-то послабления. Я хотел бы, с вашего разрешения, попросить главного санитарного врача Людмилу Вильбертовну дать свое мнение. В свою очередь, главный санитарный врач страны Людмила Скорик отметила эффективность своевременно предпринятых мер. В настоящий период времени в республике ситуация подконтрольная. Новых случаев заболевших нету. И я считаю, что можно сделать режим послабления внутри для тех предпринимателей, тех, скажем так, объектов, которые не имеют особого эпидемического значения, и для тех, кто действительно может создать на своем предприятии все меры профилактики по коронавирусной инфекции. Однако говорить о более значительных ослаблениях пока что не приходится. Об этом свидетельствует нестабильная эпидемиологическая ситуация в сопредельных государствах. Как в России, так и в других регионах идет рост числа инфицированных. Даже пик заболевания еще не достигнут. И мы в этих условиях как принимали, так и должны принимать исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения этой инфекции у нас в республике. Тамас Цахнакия также сообщил о том, что лечение больных пациентов проводит в соответствии со всеми рекомендациями ВОЗ. У первого больного, зараженного COVID-19, диагностируются отрицательные результаты на вирус. После повторных обследований пациента будут готовить к выписке. На совещании обсудили ситуацию с торговлей на рынках. Из некоторых районных администраций поступили предложения с просьбой о возможности определения местными властями графика работы продовольственных рынках при соблюдении всех санитарных норм. А есть предложение, с таким предложением обратился к нам и оперативный штаб Гудаутского района, с таким предложением Гульрыбский район обратился. Такое же предложение дает и главный санитарный врач республики. Установить график работы продовольственных рынков 2 дня в неделю, причем график отдать, чтобы устанавливали районы. Не мы устанавливаем, какие дни работают, а устанавливаем районы и, естественно, проводили все необходимые меры для того, чтобы дезинфицировать, убирать, чистить рынок после того, как там торговля пройдет. Мы друг друга, нам не надо обманывать, мы видим, что вот эта торговля, она идет и идет в страшных антисанитарных условиях. Ситуация на абхазо-российской границе требует скорейшего разрешения, так как в МИД Абхазии ежедневно обращаются наши граждане с просьбой разрешить въехать в страну.
Сегодня есть 3 категории, которым мы выдаем свидетельство на возвращение. Это роженицы, это люди, которые были выписаны вот сейчас, в данный период времени, из лечебных учреждений, у которых есть на руках документ выписка из больницы. И, соответственно, это те люди, которые сопровождают груз 200, которые, если скончался гражданин Абхазии, его возвращают на родину. Вот. Но количество обращений очень много. Как нам быть? Мы продолжаем эту же практику, не даем свидетельство на возвращение, или же все-таки будут определены какие-то места, где люди будут изолированы? Нам необходимо вернуться вот к тому разговору, который мы поднимали еще недели 2-3 назад, и сделать карантинную зону в районе Гагры. Там эти люди должны все находиться минимум, там может быть 10 дней, потом там провести эти тесты, если эти тесты у нас были бы, и тогда спокойно можно было бы их отпускать, уже кто едет в Гагру, кто едет в Сухум и так далее. Эти условия государственные. Приехали на территорию Абхазии, пройдите, пожалуйста, вот эту карантинную зону, пройдите определенное количество дней, убедите всех населения Абхазии, что и власти Абхазии, что у вас нет никаких проблем, нет никакой инфекции, нет каких симптомов, и спокойно езжайте домой. После обсуждения различных предложений о дальнейших действиях по защите населения от коронавирусной инфекции было решено режим чрезвычайного положения не продлевать. Однако ограничительные меры продлены до 4 мая. Та норма, которая предусматривала, чтобы все государственные органы власти и государственные учреждения, предприятия сократили до минимума количество работников, она отменяется. И до 1 мая ограничения касаются только лишь работников старше 60 лет. Для них оплачиваемый отпуск продолжается. И работников, имеющих детей дошкольного возраста. С 20 числа все другие работники уже выходят. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления и госучреждений, предприятий, организаций также запрет на направление зарубежной командировки, он продлевается до 1 мая. До 4 мая продлеваются каникулы в детских дошкольных учреждениях, в школах, занятия в Абхазском госуниверситете и в средних профессиональных образовательных учреждениях. До 4 мая также приостановлена деятельность образовательных учреждений, спортивных, танцевальных и репетиционных залов, а до 1 мая введен запрет на посещение религиозных культовых объектов. В связи с истечением 20 апреля действия в стране режима чрезвычайного положения снято ограничение во въезде в Галский и Гагрский район. Отменен комендантский час. По согласованию членов Совбеза решено усилить режим контроля на КПП ПСОУ. Теперь все пересекающие границы граждане будут размещены на обязательный карантин в специально отведенных объектах. Гугу Савардания, Джамбул Чапелия, Абхазское телевидение. За последние сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии прошли тестирование 10 человек. Подробности в сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает информировать вас. И ситуация на 17 апреля следующая. Спешим сообщить вам, что первому пациенту, заболевшему COVID-19, после проведения курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлено не было. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице и в ближайшее время будет выписан под наблюдением. Двое других пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции продолжают получать необходимую терапию. Пациент 1925 года рождения находится по-прежнему на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики. За прошедшие сутки тестированы прошли 10 человек. У всех у них диагноз коронавирус не было выявлено. Уважаемые граждане, несмотря на относительную стабильность в республике, в очередной раз призываем вас оставаться дома и соблюдать режим чрезвычайного положения. Не покидайте свои дома без острой необходимости. Подразделения радиационной, химической, биологической защиты Черноморского флота направлены в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости. В колонне, следующей из Крыма в Абхазию, 13 спецавтомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и тепловые машины с реактивным двигателем. Планируется развернуть временный автопарк и пункты специальной обработки техники. После прибытия российские военнослужащие совместно
с медицинскими специалистами Абхазии оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий. В пресс-службе Министерства обороны Абхазии подтвердили, что в республику выдвинулась колонна спецавтомобилей из Республики Крым. Колонна едет в Абхазию по плану подготовки частей подразделений радиационной, химической, биологической защиты Черноморского флота. Они проводят плановые учебные мероприятия, но в случае необходимости в ходе учебных мероприятий может быть оказана помощь в дезинфекции тех или иных объектов в Абхазии по решению нашего правительства, сообщил начальник пресс-службы Минобороны Роланд Джорджуа. Информацию о прибытии в Абхазию подразделения радиационной, химической, биологической защиты Черноморского флота России прокомментировали в пресс-службе Кабинета министров. Данное подразделение прибывает в республику в рамках сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Местом дислокации спецтехники в Абхазии станет 7-я военная база Минобороны Российской Федерации в Гудауте. Как отмечается в сообщении, ранее правительство Абхазии направляло ряд писем в Российскую Федерацию с просьбой об оказании помощи по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. На данный момент на уровне межведомственного взаимодействия Минобороны Абхазии и Минобороны России устанавливается, направляется ли техника в ответ на запрос об оказании помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Атуладжа тагыла защитчида а режим аларгалышти агуатарат постко русура руан. Чидала галы гагридара русура яхейш сацицоза рахтныкала киуи азайгури ичкау агуатарат тыпква рус и ха ирмарью. Асипшихуа азбамта цакыс яму тырзаун корреспондентша ажа ему бдаурин апшба. Апснава апсыра ачымазыра чыграчыхчаразы а республика штаб азбамта инакуршаны агуатарта тып коркны ичапшыл заракун а хакимче а медицина эйхче а хаважы матяра збадзурат валпшакона зыгзо амчрат усбартаква архатарнакча рымацара роу. مشبجيك أبخراق جبشون قلربش بأريون تخشترتا أحاكم شيء مدينة بيفشي دري وارتون أفتبشنا كواربس قزقزي إم ينرجوز أو أبصرير شورة تقل زعشة زي بشراز ويماتشكي حركزر إذا قازاشة كورجولرز أخشترتا كورش قيرجون أتخرع على وصا أفتبشنا كورلا أما لا يحطوا برتامش كورزا شمز رجز فعلا زوجي شالك عامز يخز مجرد بيعواتر تطبقنا أحنت أفتا إنسبكسيا أو سويتشا يرتش جبشزوم أحاكم شام Абсна тагыла за ашечи да за успена куршена, а плакала кеджа эйчкау, пагватер тып копшба, амчрат успарта кор хатарнакча ахичапшо. Уртруака усавайта хтныкала кимраташарах пехтача, арака гермадзурат валпшекванар гзойта хунтафта инспекция усзулча. Хапхека яхзапшу панухамшква, уртраанова хама курышка ва апсыра мнер цахвера казоб, убрик зизгуа ва апсыра ачимазрачка расшихчара ау, ахихчара пхараква хрукнуквар, аншагях ихчой. دوري نفشبا أرتور كالنديا أبسوتي لخبشرا. Еще глаза шава абсыра ргу ахин за халалу найт глара шрыл шуанар пшуй диаго зарегирта район кваршипш учимчираге акала кикун хугупюк ауахат губхарала гуахалал рацхара рыртуит социал глаза шава даю ау абсыра. Уже заяет клана ирыцхрахет швиханю жижоба таачара на темаяци италия скорсая. Ачимазарачка коронавирус яхшаны карантин рулар хейшти матчу гухалова цхрара завташова. Абифзита вахты сияму пахату турых матчки. Айгойш дырыевш республикача имя поситатула хада яухраква. Яухохнткара хада асуан бжене очимчерат яухрак штабача абжитара кварыштах инхычфны зикмата пара. Анаиш республикача карантина руларха уртапара района хадарача ичкала волонтерча ргуб ирартит. Аха штаба лахулача аведжи анам гылит. Ивдзбейта гухалаура акция амепгара. Иратрю пасипшаус ядгалазалаги. А политикат партии амцахара тарайвза артита собрадаква наптарпаква ярубаски а дезинфекция злакарцу аппаратква. حرد زاك حرحز تخرارة وبرخشارة رتفخيو بركش زاشيم تفخيو حيباخو وجبرا خيو تري يبري مشابيات حالنا فتكر زرش صوبة تشيلو خوجيكو بشكار خوجيكو بس بجوراو زرقاته يحزا صوي خالص تخرارة حسابها ناس يبري را جاي تاورس في صودا بيزالا وقاعد زمرري حرا شاح حزيز غزوبريو بيحشاكم زرارات أسقط عم يوتخ وخيوتخ ونين يقول براسك حرا حنالا جز ناس أسخرار عزوز يزحزوب حخز شمحان يتخم هوي نسيب خشينوم يوم هم زراتي غيش نوزم مش حرتخ يتخزم حخز حرا رهتخ بتوكسكي رخز سمحر وزوم هري حرا
حجزم برودكت أزو على حجزم فرع أزو أبري حس خلاص بتيجلز بخصاد يجير زز بخصمها يقيالهم سال أنا بخنيز بخصان دم بهير هاد جنبول جنجال باتشوليا مورمان سنغوليا نادار چابالر خويلا أقرب تيموكا تيمور ترب منانا مرسخولاوا إلونا ريكارميلي ساقوبي كشماريا ميراب أخوبا بيسك لوغو تيمور أنو وووا غوليا دوكا أرتاري ناس ها خوجيك يحشا عزاز وبرتروبيتس جي حرا حسخرا كازو يخبيام تزخرا روتخت في خنيفي وبا تاعترا ينريحنا يزغواتوب دچا حيني جتاعترا هبتخرا يحطوب السوسيال تغوا زاشا ودايو تاعترا كوريون خدارا قنبيجي اغو حواوا تخرا شروا وبيقن изцхрава Россия-ква H-дорпшвей. В связи с ситуацией в Абхазии с коронавирусом мы решили открыть гуманитарную помощь нуждающимся людям, одиноким семьям. Нам помогают, ачимчирцы очень много нам помогли. Я благодарна всем ачимчирцам, всем магазинам, все приносят. Большое им всем спасибо. Мы сами развозим, у нас волонтеры, очень много детей волонтеров, мы им благодарны, они развозят все. Макяназы елгаадзама карантин шақамта иқазауа. Бәзет хуб рыцхай башара, айцхарара, агухалаура. Алиас Корсая, Анатолий Маланья, Апсуа, Телехопшева. Сегодня на площадке оперативного штаба по защите населения от коронавируса начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения и соцобеспечения Ахра Ачба рассказал о том, как распределяется гуманитарная помощь, которая поступает по разным направлениям в республику. В начале марта 2020 года Министерством здравоохранения было проведено обширное совещание, экстренное совещание. В данном совещании вопрос был один. Мероприятия необходимые, которые нужно провести по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мне, как начальнику управления, было дано задание в кратчайший срок сформировать перечень необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий совместно со специалистами. Министерство здравоохранения начало предпринимать шаги по приобретению лекарственных препаратов и медицинских изделий. Многие организации, увидев данную ситуацию, они предприняли шаги об оказании помощи. Московская, абхазская диаспора, она буквально после нашего совещания в начале марта месяца обратились к нам с тем, чтобы они имеют определенные возможности, могут оказать определенную помощь. Было организовано движение. Движение называется «Мы вместе», как вы все знаете. Данное движение, организовало спецсчет. Этот спецсчет было прикреплено к Министерству здравоохранения. Все те люди, которые, и предприниматели, и частные люди, которые, хотели помочь в этой ситуации, имели возможность перевести денежные средства на данный счет. На данном спецсчете образовалась определенная сумма, которая очень помогла нам в приобретении лекарственных препаратов и медицинских изделий. Хочу дать определенные цифры, которые уже мы опубликовали на нашем сайте, на сайте Министерства здравоохранения. Это первое, то, что московская абхазская диаспора на сегодняшний день это 12 миллионов 799 тысяч. То, что по движению «Мы вместе» было получено расходных материалов и медицинских других изделий, оборудования на сумму 12 миллионов. Это по состоянию на сегодняшний день. Эта информация, она открытая.
Мы все наши действия сегодняшний день мы опубликовали и будем публиковать. Мы открыты. Каждый, кто что дал, какие учреждения оказали помощь, все это открыто и будет озвучено на нашем сайте Министерства здравоохранения. Международная организация ПРООН, которая предложила свои услуги в плане оказания помощи дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Было проведено совещание с данной организацией, и они первоочередное, которое необходимо было нашей республике, совместно отработали. И итогом данного совещания послужило то, что на сегодняшний день организация ПРООН и другие международные организации осуществили 3 поставки на общую сумму 5 миллионов 860 тысяч. Все расходные материалы и средства индивидуальной защиты были приняты, заактированы и заскладированы в складах Министерства здравоохранения. Все, что было оприходовано, в дальнейшем Министерство здравоохранения распределило по лечебным учреждениям. Как вам всем известно, мы выделили одно учреждение, под госпиталь ЦРБ Гудаутского района, было переориентировано под инфекционную больницу, и все пациенты, которым необходимо оказывать помощь именно по COVID-19 подтвержденному, они будут проходить лечение там. Мы все должны понимать, что мы все вместе делаем одно дело. В работе мы всегда открыты, мы можем каждую цифру показать, что мы получили, кому мы выдали. Все, что получаем, мы принимаем актами. При выдаче формируется документ. Тот, кто получает, он расписывается о том, что он его получил в том или ином количестве. В социальных сетях иногда бывает выбрасывают неправильную, необоснованную, неправдоподобную информацию. Любая информация, которая выдается, она должна быть проверенной. Если есть какие-то сомнения, то нужно обращаться в ведомство, которое может разъяснить и показать, что мы получили и кому мы отдали. И поэтому для этого есть у нас организован оперативный штаб. Просьба всем активным пользователям интернета не выбрасывать непроверенную информацию. Большая благодарность всем тем, которые на сегодняшний день помогают нашей республике. И на этом мы все не останавливаемся, мы наращиваем свои товарные запасы для того, чтобы в случае, если будет необходимость использования товарных запасов, чтобы мы не искали, и они были готовы у нас. Сегодня министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился с постоянным представителем ПРООН Луизой Винтон, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства. В ходе встречи глава МИД поблагодарил Луизу Винтон за оказание помощи республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Министр обратился к Луизе Винтон с просьбой о возможности помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Даур Кови подчеркнул, что вирус еще может прийти в республику, и очень важно быть готовым к пику эпидемии. И здесь, безусловно, помощь международных организаций будет неоценимой. В рамках прошедшей встречи Луиза Винтон в очередной раз подчеркнула, что ПРООН и дальше готова оказывать всевозможную помощь Абхазии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в России выявили 4070 случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса. В Краснодарском крае подтверждено 30 новых случаев. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, на данный момент в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 290 человек. В последнее время много сказано о том, что наиболее уязвимыми в ситуации нынешнего экономического кризиса стали представители среднего и малого бизнеса. Предприниматели, занятые в абсолютно различных сферах из-за объявленного карантина и как следствие снижения активности общества, понесли серьезные убытки. Констатировать ситуацию можно долго, но как сами предприниматели планируют выходить из кризиса и на какие меры им пришлось пойти, чтобы избежать полного банкротства, смотрите репортаж Амелии Бисмарк. За обобщенным понятием предприниматели скрываются отнюдь не абстрактные люди, а наши с вами граждане, которым пришлось столкнуться с разными сложностями, финансовыми и моральными. Ведь выбор между тем, чтобы сохранить свой бизнес и сократить коллектив, всегда особенно сложный. Если сокращение коллектива – это крайняя мера, то задержка оплаты труда – нередкая ситуация, в которой оказались сегодня предприниматели и их работники. Карантин всех выбил из колеи, оставляя за собой след в виде порушенных планов, упущенных возможностей и, конечно, финансовых проблем. Кафе «Акалат» успешно работает на абхазского потребителя уже несколько лет. Однако к подобному непредвиденному кризису руководство предприятия оказалось не готово. Конечно, мы переживаем нелегкие времена. И вообще январь и февраль всегда для ресторанного бизнеса в любой точке мира, а тем более в Абхазии, это всегда такие неприбыльные месяца, и в лучшем случае мы работаем в ноль. Вот, поэтому у меня не было какой-то подушки безопасности, чтобы отправить всех своих сотрудников в оплачиваемый отпуск. И мы приняли решение работать на доставку. Наши выручки сократились втрое. Но этого хватает на минимальные закупы и на зарплату. Вот. Сотрудников старшего поколения нам пришлось отправить домой. В последнее время в Абхазии активно стал развиваться малый бизнес. Согласно основным экономическим законам, чтобы идея окупилась и стала приносить чистую прибыль, необходима плодотворная работа на протяжении нескольких лет. А когда обстановка осложняется непредвиденным простоем предприятия, то бизнес-идея, рискованная по своей сути, может оказаться и вовсе провальной. Зная все эти принципы, местные предприниматели изо всех сил стараются не попасть в списки банкротов. Кофейня «Бригантина» сегодня работает на вынос, ведь только такой формат деятельности допускается в режиме карантина. Как объявили карантин, в первую неделю мы не работали, потом перенастроили работу в плане на вынос, чтобы мы смогли работать. Хотя изначально у нас все было запланировано работать на вынос. Вся посуда у нас одноразовая, бумажные стаканы, бумажные тарелочки и биоразлагающиеся ложки-вилки. В разы упали продажи, совсем другие продажи стали. И людей мало на улице. Мы сами, конечно, призываем оставаться дома. Но если кто-то вышел по работе, то вот что мы можем предложить, то в формате на вынос. Перед объявлением карантина мы завезли большой объем товара, стаканы завезли бумажные, и мы не успели выплатить НДС. То есть мы оформлялись в брокерской, и денег реально не хватило. Потому что мы раздали зарплаты, а потом все, работа упала, и мы не смогли выплатить. Салоны красоты – достаточно популярная и востребованная в Абхазии сфера бизнеса. В последнее время наблюдалось активное развитие этой индустрии. В марте и апреле под карантин попали все объекты подобного рода. Несмотря на возмущение клиентов, салоны закрыли двери, а сотрудники, в большинстве своем работающие от выработки, отправились в неоплачиваемый отпуск. Конечно же, большие потери несем мы, индивидуальные предприниматели. Очень сильно страдает средний и малый бизнес. Говорить о том, какие мы несем расходы, я думаю, не стоит. Все вы знаете, что это аренда, что это коммунальные услуги и очень много других моментов. Очень переживаю за то, что на сегодняшний день работники не получают заработную плату. Штат не маленький, в районе 30 человек. Что касается наших магазинов, наши магазины тоже закрыты в городе Гудаута и в городе Сухум. Но мы организовали доставку по Сухуму, потому что очень много поступало просьб оформить и доставить продукцию. Вот, мы решили, почему бы нет.
Вот. Как это происходит? Люди звонят, либо же люди пишут на WhatsApp, скидывают все, что им нужно, мы им собираем и доставляем. То есть им не приходится выходить из дому. В это сложное время местные предприниматели все же не теряют надежды на успешную работу, которая должна наладиться уже в ближайшем будущем. Мы не отчаиваемся, верим в лучшее, очень ждем это чудесное число 20 апреля. Вот, хотим все вернуться в привычный для нас график, режим работы. На сегодняшний день салон красоты закрыт наш, но мы отвечаем на все звонки, поступающие, на все СМС-сообщения. Исходя по звонкам и комментариям наших клиентов, могу сказать следующее, что 80% клиентов, безусловно, вернутся на свои услуги. Вот. Возможно, кто-то выпадет, потому что месяц сидеть дома. То есть я думаю, что будут люди, на ком отразится финансовая недостаточность. Как попасть к стоматологу? Этим вопросом часто задавались люди на карантине, ведь многие частные клиники оказались закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Новости о том, что сейчас нельзя записаться к своему лечащему врачу, люди воспринимали по-разному и часто не без агрессии. Некоторые клиники все же продолжили принимать пациентов, но только по срочным показаниям. К таким относится и Радиамус. После прохождения двухнедельного карантина в режиме строгой самоизоляции всеми врачами и ассистентами было принято решение о выходе на работу в новом дежурном режиме. Вместо 4 кабинетов у нас работает 1 кабинет, в котором оказывается экстренная стоматологическая помощь. Для группы поддержки, которая приходит вместе с пациентами, мы установили уличную зону ожидания. Внутри клиники мы усилили рециркуляторы воздуха, так называемые, и сделали все возможное для того, чтобы принимать их в безопасном режиме. Поговорив с владельцами малого бизнеса, сразу становится понятно, что они понесли значительные убытки. Но в еще более сложной ситуации оказались их сотрудники. Речь о тех людях, которые были отправлены в бессрочный и неоплачиваемый отпуск. Амелия Бисмарк, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.